привет! Всем здравствуйте! Сегодня у нас классная тема 5 техник дорогой, четкой, понятливой речи. И сегодня у нас в гостях будет прекрасная моя наставляемая Алтын Рыспекова. Поэтому мы ждем ее в гости. Всем привет! Всем привет! Как вы? Биз жашоодо элдин астында сүйлөгөндү үйрөнүшүбүз керек. Ушул ой жүгүртүүбүздү туура сөздөр менен, туура подача менен түз эфирдеби, ушинтип стористердеби же сабактабы, тост айткандабы элдин астында чыгып сүйлөгөндү, элдин астына чыгып өзүбүздүн оюбузду жеткиргенди, адамдарга жеткиргенди туура жеткирип билүү өтө маанилүү да. Ошондуктан биздин интонация, биздин голос, биздин сүйлөгөн сөздөрүбүз, сен кандай сүйлөгөнгө чейин башка адамсың, сүйлөп ичиңдеги болгон билим, сенин адамдык сапаттарың баардыгы ошо сүйлөгөнүңө жараша билинет экен да. Ошондуктан бүгүн мен сиздерге оратор мастер, тренер оратор Алтын Рыспекованы конокко чакырдым. Алтын эже 65 жашта болсо дагы менин насаатчылыгымды окуп атат азыр. И я просто восхищена тем, что в 65 даже можно выглядеть так прекрасно, ухоженно, и при этом еще развиваться. То есть она обучается постоянно. Помимо того, что у меня обучается, она еще и психолог. Параллельно у нее есть еще обучение. Она именно депутатов, парламентских таких людей, чиновников, больших людей постоянно тренирует, да, постоянно их обучает, готовит их выступать на большую публику, готовит их выступать на огромное количество людей, не просто выступать этих депутатов, но и учит техникам убеждения, техникам именно как влиять на мнение людей и так далее. Поэтому я сама сейчас занимаюсь с Алтын эже именно этими техниками, потому что я постоянно выступаю перед людьми. Даже сейчас я выступаю перед вами. Даже каждый мастер-классы, тренинги постоянно приходится быть ведущей, потому что я как раз-таки в эту пятницу, 22-го, в Империале, в мини-зале будет мастер-класс, бесплатный мастер-класс моих наставляемых. Я сама ведущая. Всех вас приглашаю, приходите, напишите мне в директ, напишите, что вы хотите там встретиться со мной. И в пятницу я вас всех жду в Империале с 2 часов до 6 у нас будет тренинг. Все мои наставляемые будут тоже выступать, поэтому, девочки, приходите. Если хотите встретиться со мной, если хотите поговорить, если хотите послушать моих девочек-наставляемых, будут наставники байеры, будут наставники ораторы, будут двойное наставничество там, будут очень хорошие, крутые девушки, которые будут вам давать бесплатно все эти знания. Поэтому мы вас всех ждем в пятницу. Также мы ждем в гости Алтын эже, пока нам запрос она не отправила. Ага. Мне вообще нравятся такие женщины, которые постоянно работают над собой, постоянно учатся. Я тоже планирую, иншаллах, если я куда-нибудь буйрса доживу до этих лет, даже в 65, обязательно тоже буду учиться, у молодежи буду учиться, у тех, кто действительно... Да, соны мүмкүнчүлүк дейт Гүлнара Маматалиева. Да, келгиле кыздар, жандуу жолугушуу болот, бесплатный болот. Просто азыр орозо болгондуктан, кечки маалда мен балдар менен үйдө болгондуктан, я всегда выбираю семью, поэтому ифтарларга көп чыга албайтам. Буюрса, ифтар бүткөндөн кийин сонун жандуу жолугушуу, силер менен мастер-класстарды будем организовывать. К нам присоединяется наша прекрасная Алтын эже. Трудности есть. Мисалы үчүн, кээ бир айтат да, менин голосум жакпайт, менин үнүм жакпайт, менин үнүм писклявый, менин үнүм бир кызыктай. Ой, здравствуйте. Здравствуйте, Алтын эже. Здравствуйте, здравствуйте. Так, одну секундочку. Ага. Вы что, в офисе, что ли?
рахмат. Оразада ушундай сонун сөздөрдү айткан кандай керемет, а? Вы что, в офисе, Да, Алтын я эже? в офисе, я не успела домой уехать. Мгм. Мы сегодня так плодотворно работали. Как меня слышно? Супер! Как нас слышно? Поставьте плюсики, девочки, мальчики. Хочу вас представить прекрасную, шикарную Алтын Рыспекову. Она тренер-оратор, она наставник по голосу, по речи, по преодолению страхом и выступлением на большую публику онлайн, оффлайн. Поэтому Алтын Эже квалифицированный мастер, у нее очень много сертификатов, дипломов. Она прекрасно владеет этими техниками, и у нее ученики государственные чиновники, депутаты, люди с парламента, и очень много таких простых тоже девушек, простых женщин, сетевого маркетинга очень много женщин. И помимо удивлению, еще она обучает еще и подростков, представляете, подростков с 11 лет, правильно? Правильно. С 11 до 16 лет. Да, и не только вот у нее, кстати, скоро будет и набор на подростковую группу во время каникул, и помимо этого у нее индивидуальное обучение, вот куда я сама записалась, потому что постоянно я выступаю на тренингах, постоянно я вот так общаюсь онлайн, оффлайн, и это неизбежно, поэтому нужно работать над речью и техникой. Алтын Эже, добро пожаловать к моим подписчикам. Специально позвала вас, потому что вы пример для подражания, как в 65 нужно выглядеть такой красивой, классной, шикарно ухоженной женщиной. Я говорю, да, иншаллах, и мне Спасибо. в 65 выглядеть так, и учиться у молодежи, развиваться и не останавливаться. Расскажите, пожалуйста, Спасибо. о себе. Расскажите, Спасибо пожалуйста, огромное. как вам удается быть такой, оставаться такой энергичной, такой ухоженной, жизнерадостной. И вот. Мгм. Да, ну, меня зовут, уже Кундус представила, меня зовут Алтын Рысбекова. Я наставник по постановке голоса, преодолению страха, по развитию речи. Я практикующий психолог, я сертифицированный тренер. Все, кто ко мне в офис приходил, все смотрят на мои сертификаты. «А, как можно столько учиться? Как можно столько учиться?» У меня 2 высших образования. Я по первой специальности финансист, по второй специальности психолог. Я закончила наш КРСУ, факультет практическая психология. И вот я работаю и с детьми, и с подростками, и с политиками, вообще со всеми теми, кто хочет изменить свою жизнь и больше зарабатывать, быть уверенным в себе. Ну, не обязательно там куда-то выходить на публичное у нас выступление, просто сам человек, когда в себе уверен. Вот ты сейчас сказала про возраст, Кундус. Я, допустим, когда мне было 50 лет, я стеснялась говорить, сколько вам лет? Ну, вот 45, там вот пыталась пыталась уменьшить возраст свой, потому что как-то я стеснялась этого. А сейчас, когда уже самооценка у женщины на месте, она на уровне, я не стесняюсь. Только ты 1 год мне прибавила, мне 64, не 65. Простите. 64, и я продолжаю учиться. Каждый год, в прошлом году училась в международной школе «Основа» у Елены Тарариной. А в этом году вот почувствовала, что мне чего-то не хватает, и я пошла в Кундус, обучались, уже месяц обучения прошел, у нас очень хорошие результаты. И мы сейчас с Нургуль Балтабаевой сегодня поснимали кучу всякого материала. Я думаю, если вы будете следить, вы увидите. Ну вот чуть-чуть коротко о себе. Если у вас есть какие-то вопросы, конечно, то задавайте. Мгм. Я сегодня с вами буду говорить совершенно откровенно обо всем. Скажите, пожалуйста, я знаю, что вы подготовили, по-моему, для моих подписчиков еще подарочки. И расскажите, какие вообще у вас услуги есть, что у вас есть, вот как вы работаете, наставничество у вас есть, что там есть, какие у вас курсы есть и так далее. Ну, для всех подписчиков Кундус я приготовила подарок. Вы, ну, в обмен, да, в обмен на то, что вы подпишетесь на мою страницу, потом пишите подарок, да, и я отправляю вам подарок. И какой-то подарок вы узнаете, когда вы его получите. И
Это Интрига. будет такая небольшая интрига, но это будет очень нужная, интересная информация. Я думаю, что вы этот мой подарок можете использовать всегда. И М, сейчас я хочу рассказать то, что вот в ближайшие дни, с 22 марта, начинается курс для подростков по ораторскому искусству. Я их провожу только на каникулах, потому что в остальное время дети заняты, мгм. они ходят на спорт, они ходят на танцы, они ходят на английский язык. И я хочу, чтобы дети, которые ко мне пришли, они ходили с удовольствием. Они такие уставшие, вот такие никакие. Мгм. 22 вот марта первая группа у нас уже набралась полностью, на 12 часов у нас мест нету. И вторая группа у нас на 3 часа, есть еще места. Поэтому кто хочет, чтобы ваш этот ребенок был я всегда говорю, что задача родителей не только накормить, обуть, там еще какие-то блага предоставить, да, задача любого родителя. Мгм. Так, это у меня интернет слабый. Мгм. Мгм. То, что он будет самостоятельно. Если у вас будет закрытый, замкнутый, будет бояться говорить, это как он проживет дальше? Поэтому все дети, которые приходят ко мне на курсы, они становятся открытыми, разговорчивыми, коммуникабельными. Ну, я очень люблю вообще с детьми работать, потому что вижу, как они меняются. Мои дети побеждают на международных конкурсах. В 2018 году в Нью-Йорке на конкурсе Олимпиада Генуис двое моих детей, э, ну, не моих детей, моих учеников, моих учеников, среди 750 детей, 70 стран мира заняли второе и третье место, два моих ученика. Вот представьте, какое мое было состояние. Я с ними держала онлайн-связь, разница 12 часов с ними. Я все время с ними разговаривала. Помните, как вы вот это делали? А помните, как вот это делали? Я не знаю, родители тоже, конечно, переживали, но я переживала еще больше, потому что там в основе было ораторское искусство. То, что касается курсов, сейчас в данное время есть офлайн группа, она сейчас у меня есть, и вторая офлайн группа будет с 3 апреля. И хочу обратить внимание, Кундус, вот внимание твоих подписчиков, что это будет уникальная цена. Во время ОРОЗО стоимость курса будет стоить всего лишь 6 тысяч, обычная цена. Поэтому я думаю, что надо воспользоваться таким случаем. Это будет полноценный курс, тоже обучение будет 1 месяц, занятия будут проходить 2–2,5 часа, будет выдаваться сертификат, поэтому не воспользоваться таким случаем ну, нельзя. Кроме Оффлайн, да, того, это? есть Оффлайн же. индивидуальные занятия, да, Мгм. офлайн, да, офлайн. Мгм. Кроме того, есть индивидуальные занятия. На индивидуальные занятия нужна, я должна знать, что хочет этот человек, для чего ему этот курс. И там немножко другая цена, это все обговаривается, мы подписываем договор. Ну и сейчас вот сегодня я просматривала Кундус Сторис, она говорила про наше двойное наставничество. И мы сейчас с Нургуль Балтабаевой готовы уже работать с людьми. Она специалист по личному бренду, она продюсер. Я психолог, я тренер ораторского мастерства, я наставник. И поэтому наше двойное наше наставничество, это будет вот прям, я думаю, такой взрыв такой будет, Два да, потому что месяца, да, два упаковать месяца. страницу, Мгм. знать там, как работать. Поэтому тоже после личной беседы. Мы подряд Мгм. всех не берем на курс, мы должны поговорить с человеком, узнать его цель, и Мгм. потом мы расписываем каждому стратегию. Тебе надо вот это, тебе надо вот это, тебе надо вот это. Но кроме того, я еще психолог, я провожу личную консультацию, терапию провожу, поэтому ну, вот Классно. моя миссия это, да, я вот поняла для себя, что я хочу помогать людям, я хочу менять жизнь качественно, чтобы люди жили. Я хочу рассказать небольшой случай. Вчера ко мне пришла Шаир Сагымбаева. Мгм. И, может быть, для вас это имя ничего не говорит, но я увидела где-то там в Фейсбуке, не поняла, она не она, попала в топ самых влиятельных женщин по версии BBC. Я М. потом посмотрела, думаю, да, это же моя ученица. И эта ученица старше меня на 6 лет.
В 2020 году, когда была пандемия, мы тогда начали привыкать к онлайну, мы все скачивали Zoom, и я проводила лично онлайн курсы по ораторскому мастерству, а потом уже, когда нам можно было встретиться, мы несколько тренингов провели здесь. Она вчера ко мне пришла и говорит: Алтын, я у тебя училась, и я потом выложу в пост, посмотрите. Она говорит: я у тебя училась, говорит, мне нужен новый уровень, потому что я, говорит, уже вот сейчас выхожу, вот, куда-то приглашают на телевидение. Это уникальная женщина, которая переборола такую болезнь, как рак 4 степени. Мастерская, где работают онкобольные женщины, и они работают, продают и собирают деньги на следующую химиотерапию, на следующую какое-то там лечение. Одно время я им помогала тоже, я им покупала как вот, там, лекарства, мед покупала, деньги перечисляла. И многих из этих женщин, в том числе Шайр Сагумбаеву, я приглашала на свои тренинги. Поэтому вот вчера мне было так приятно услышать, и что интересно, она говорит: понимаешь, Алтын, когда у меня падает настроение, я тебе, говорит, нахожу в Фейсбуке, смотрю, слушаю, хожу, говорит, за тобой повторяю жесты, и, говорит, у меня настроение улучшается. Я вчера была очень довольна ее признанием, я все это отражу у себя на своей странице, можете с ней познакомиться. Я, кажется, ее знаю, по-моему, она актриса, да? Нет, Актриса. она не актриса, Не она актриса. женщина, которая вот вылечилась от рака 4 степени, и сейчас у них швейный цех, они шьют маски, они шьют сумки, продают, чтобы находить деньги для лечения вот там тех женщин. Там у них весь швейный цех, там работают все женщины, у которых есть онкозаболевания. Окей, давайте подытожим. Смотрите, у Алтын Эйджи есть индивидуальные занятия для Да, таких занятых людей. Есть также группы для взрослых, это максимум 10 человек. У нее офис в центре, как раз таки она и в офисе сидит сейчас. В центре это на Чуй-Карпинке, поэтому 10 взрослых человек, которые месяц обучения, там обратная связь, еще и плюс онлайн-уроки. Есть еще и онлайн-занятия, которые стоят в 2-3 раза да, дешевле. Плюс да. есть у нее бесплатная пробная консультация, пробный урок. Каждую субботу у Алтын-Эйджи в офисе есть пробный урок, где вы можете прийти, получить консультацию, диагностику вашего голоса, побыть на этом мастер-классе, посмотреть на других, как они занимаются и так далее. И записаться. Также, так как у детей скоро будут каникулы, только когда каникулы, у Алтын-Эйджи есть набор на подростковую группу с 11 до 16 лет, где Мгм. наши дети учатся проявляться, говорить, не стесняться. То есть почему даже я хочу своих детей отдать на танцы, на вокал и так далее, именно сейчас мы делаем вклад инвестиции в развитие будущего наших детей. Чем вот в будущем, когда наши дети будут успешны, счастливы и богаты, это тоже будет наш кирпичик и вклад, потому что именно сейчас нам нужно, чтобы нетворкинг, общение, чтобы люди проявлялись, наши дети проявлялись, мы проявлялись и так далее. Мне очень нравится то, что Алтын-Эйджи не просто тренер-оратор, она еще и психолог, она работает со страхами, именно то, что вот выступление перед людьми. Даже я, будучи таким, сказать, человеком, который постоянно выступает, каждый раз выступление на людей, это для меня страх. Вы, наверное, позавчера сами заметили, я всегда такая прям прижимаюсь, такая вся прям, не знаю, у меня все прям страхи в этот момент. Говорят, что страх выступления сильнее страха, чем смерти, да, сильнее страха смерти. Но это Абсолютно действительно так. правда. Да, это действительно так. Также мне нравится то, что ваше вот это двойное наставничество с вашей одногруппницей Нургуль Балтабаевой, которая ныне еще имеет и свой офлайн бизнес, плюс еще и онлайн, личный бренд, продвижение Инстаграм. То есть вы планируете взять 5-10 девушек, женщин и будете их развивать. 2 месяца будете качать им личный бренд. Они будут устраивать свои мастер-классы на 10-20 человек, бизнес-завтраки. Они будут прокачивать свой Инстаграм, будут получать именно как диагностику, разбор, распаковки личности. Это вот с точки зрения психологии, с точки зрения именно выступлений, и плюс еще и ораторское мастерство. То есть 2 в одном, и такую за символическую цену, мне кажется, это вообще прям
То есть ценность намного выше, чем цена, поэтому хочу сказать, что, будучи, имея такой огромный опыт за плечами, да, свой бэкграунд, это прям такая, можно сказать, цена такая прям специальная, да, поэтому все, кто хотят, проконсультироваться, что они получат, с какими женщинами, ну, окружение женщин, которые хотят развиваться, быть успешными, прокачивать свой Инстаграм, обращайтесь к Алтын Эже, приходите вживую к ней в офис на консультацию. Вживую она вообще классная. Я, конечно, пытаюсь Алтын Эже сделать еще больше активной в Инстаграм, но Алтын Эже вживую, она очень чувствует людей. Мне что понравилось, ее мудрость. То есть я на пару вопросов ответила, и она меня сразу считала, то есть именно все мои точки боли, где у меня поработать нужно, что и так далее. В общем, Да. да, и хочу сказать, что Алтын Эже, что Нургуль Эже, у них все подружки такие молодые, еще молодые девчонки, с ними классно общаться. То есть они, даже в группе я такая, девочки, а почему вы вот это не делаете, да, такая. Эти женщины, эти девушки, они намного умнее, мудрее меня, но при этом же у них нет на голове короны, что я все знаю, мне 65, я прожила эту жизнь, мне 45, я все знаю, то есть нету такого. Мне это очень нравится, и мне это кайфово. То есть есть вот эта личная граница, есть уважительная такая уважение друг к другу, да, и у меня всегда восхищение к таким женщинам. Я прям очень рада, вы пример для подражания, да. Спасибо вас, благодарю. Давайте приступим к теме. Вот именно Да, я по еще нашей... хотела бы немножко сделать добавку, да. Мгм. Вот некоторые говорят, да, я не знаю, как дальше быть, я вот это хочу, мне не получается. Приходят девушки на консультацию 35-38 лет, говорят, ой, Алтын Эже, все, жизнь закончилась, ой, все. Я хочу сказать всем, кто сейчас в прямом эфире, Мгм. что новую жизнь я начала, когда мне было 50 лет. Я Мгм. А как осталась вы? без работы, я осталась Мгм. без квартиры. Как раз 2010 год, когда была очередная революция. И я пошла в сетевой маркетинг. И вот сетевого маркетинга, там, когда меня отправили учиться на курсы для того, чтобы наращивать структуру, я пошла, и моя жизнь начала меняться прям, вот, прям с каждым днем, когда я лучше говорила. Что такое быть уверенным человеком? Да? Это когда ты говоришь четко, когда тебя слышат, когда тебя хотят слушать. И от курсы именно ораторского мастерства я прошла один уровень, второй уровень, потом прошла какие-то психотренинги. Мне уже в 2011 году предлагали работать тренером ораторского мастерства, но так как я по первой специальности финансист с большим стажем, я 12 лет проработала в налоговых органах, 4 года Мгм. здесь, 8 лет в Ташкенте, меня утянули в одну большую медицинскую компанию, платили мне очень хорошие деньги, тогда это сколько лет назад, это было $800, по-моему, сейчас не все получают $800. Ну вот именно такая критическая ситуация, которая у меня была, я пережила развод, я пережила, когда меня бросили, да, я вот об этом прям не стесняюсь говорить, потому что ту боль, которую я пережила, 1,5 года я была в депрессии, я хочу помогать всем тем людям, у кого были потери. Я не хочу, чтобы все страдали так, как я страдала. 1,5 года дошла до больницы, до всего. И оказывается, можно по-другому эту ситуацию пережить, да? И поэтому никогда не поздно начинать новую жизнь. Никогда не поздно. И вот начиная с 50 лет, прям активные, хорошие, вот жизнь у меня началась в 53 года. Я 53 года только села за руль автомашины. Мне крутили пальцем у виска, ты что, ненормальная? Как ты? Вот что тебе, вот как то, все, первый стол будет твой. И там, если взять в процентном соотношении, может быть, там 10% людей говорили «иди», остальные 90 говорили ну, «Кучай, что, не болып қалдың, алжып қалдың бы, да?» И вот, оказывается, можно все, и 53 сесть за руль, 50 лет пройти первые курсы, 55 закончить вечерний факультет Славянского университета. Но это, конечно, надо себе поставить цель и прям идти. Не могу сказать, что это было легко. Легко ничего не дается. Но Мгм. именно человек поднимается тогда, когда он падает на дно, когда ему кажется, что все уже, да,
А если вы живете хорошо, у вас элитная квартира, у вас несколько тысяч долларов доход, у вас есть там свой косметолог, стоматолог и все такое, вы живете в некой зоне это комфорта, ну, конечно, хорошо, я хочу, чтобы многие люди жили хорошо. Но сейчас вот наша обстановка, экономическая обстановка, и все вот к тому, что очень много травмированных людей. Я вот в субботу провела мастер-класс, пришли люди, 50% из них женщины просто сидели, плакали, да. Я просто задала вопрос, для чего вам ораторское искусство, что вы хотели в жизни изменить, и все, и пошли слезы. Ну вот, коротко об этом, да. И ты мне задала вопрос, что именно, каким образом, да, надо вообще идти, чтобы дальше развиваться, говорить. Вы все знаете, что ораторское искусство имеет очень большое значение для успешности человека. Первая ступенька – это для того, чтобы дальше идти, делать презентации, выходить в прямые эфиры. Это надо уметь говорить, не бояться камеры. Очень много людей где-то на мероприятиях вот так закрываются от тамады, от микрофона, боятся. Поэтому первый шаг – это работа с голосом. Это обязательное условие. Голос должен быть, связки наработанные. Если у вас будет писклявый голос, вот представьте, сейчас я будем с Кундус разговаривать, я буду говорить, да, конечно, все хорошо, если придете, я вам помогу, то все. Нет Этот доверия. голос люди не будут слушать, да, чем ниже тональность, чем грубее голос, тем такой солидный голос, да, поэтому солидный голос, поставленный голос – это инструмент, с помощью которого вы можете управлять аудиторией. А голос неуверенного человека, к сожалению, это диагноз. Или это психологическая травма. Или, может быть, какие-то были в семье какие-то токсичные отношения. Может быть, там была в доме обстановка, когда постоянно закрывали рот, и потом нам же говорят, «Жақсығыз көп сөйлебейді, үніңді шығарма, унчукпа». И вот так постоянно рот закрывают. И вот мы получаем такую ситуацию. Второй шаг, да, первый мы работаем с голосом. Второй, вот я хочу обратить ваше внимание, вот вы когда бываете на каких-то семинарах, смотрите на то, что человек все время пьет воду, да, у него пересыхает горло, со спикером стоит графин воды и наливает, пьет воду. Почему он пьет воду? Потому что у него неправильное дыхание. Если вы будете обращать внимание на каких-то спикеров, создается впечатление, что им не хватает воздуха. Они как-то вот отсюда вот говорят, да, поэтому надо научиться правильно дышать. Правильно дышать – это дышать диафрагмой, не грудной клеткой, а диафрагмой. Поэтому я хочу привести пример, допустим, Маргарет Тэтчер, когда она первый раз участвовала в президентских гонках, она проиграла из-за того, что у нее был такой высокий голос. И она наняла специально тренеров для того, чтобы поработали с голосом, и чтобы был солидный голос, и уже потом на последующих выборах она участвовала, и мы все знаем, что она много лет была премьер-министром Англии. Что еще нужно, да? Вот правильно дышать диафрагмой, дышать диафрагмой. Вот когда мы дышим диафрагмой, и голос идет отсюда, у нас идет хороший, солидный голос. А если голос идет у нас сверху, да, я вам сейчас покажу, да, например, как «Здравствуйте, меня зовут Алтын Рызбекова». У меня голос отсюда сверху. А голос отсюда снизу с диафрагмы «Здравствуйте, меня зовут Алтын Рызбекова». Я думаю, что вы заметили разницу, да? Следующий шаг, да, это когда мы используем много слов-паразитов. Но это просто болезнь, да, просто болезнь. Какие слова паразиты? А Как от них типа того, избавиться? У меня так как много бы, этих. значит, да, это самое, анан кыргызча кандай сөз бар, эметип, ошода, девеле, дегенде. Для того, чтобы избавиться от слов паразитов, надо вот проявить волю. И почему появляется, я вам сейчас скажу, как избавиться от слов паразитов, почему они вообще появляются? Потому что нет опыта говорения у многих людей и ограниченный словарный запас. Когда не хватает слов, вот пока ты отсюда сюда его притащишь это слово, и получается длинная пауза, и люди вот на бессознательном уровне и начинает следующее слово. У некоторых это просто привычка. Даже есть хороший словарный запас, он привык просто говорить и на это не обращает внимания.
И, допустим, на тренингах, вот сейчас группа у меня есть, если кто-то сейчас в прямом эфире, они могут сказать, вот вчера я с ними начала работать, вот как избавляться от этих слов-паразитов. Например, кто-то говорит, ну, говорит, расскажет о себе, меня зовут там Айдай, как только говорит я вот так хлопаю рукой и заставляю, говорит, мяу. Еще раз он где-то говорит, я опять хлопаю, мяу. И вот он, человек 1-2 дня вот так помяукает, и потом перестает произносить слова-паразиты. Но если этот метод не помогает, у меня сейчас рядом нету, оказывается, есть обыкновенная резиночка для денег. Самая обычная резиночка. Вы говорите, да, и попросите рядом в окружении, чтобы они на этом акцентировали. Вы берете резиночку, вот так оттягиваете, больно себе щелкаете по руке. Иногда у моих учеников вот здесь прям вот красные руки, да. И как это помогает? Когда мы себе делаем больно, вот сюда в подсознание идет сигнал, что это плохо, что слово паразит это больно. И вот так несколько дней вот с такими красными руками походите, и они у вас будут исчезать, эти слова. Потому что любую хорошую речь вы будете, если разбавлять, все, вот вся красота, она куда-то уходит. Следующее, да, вот мы уже, по-моему, к 5-му шагу перешли, интонация. Каждый оратор, он немножко актер. У вас должна быть интонация. Если вы говорите какие-то мотивационные речи, да, допустим, первый секрет миллионеров, который сам заработал свои деньги, просто мечтайте о великом, да, вы делаете паузу и говорите, и интонация прям с выражением. Но когда вы говорите, это не означает, что вы все время должны громко говорить, кричать, да. Есть такая эмоциональная разбивка. Сейчас я вам коротко приведу, как можно говорить просто громко. Первый секрет миллионеров, который сам заработал свои деньги, прост. Мечтайте о великом, позволяйте себе помечтать. Я говорю громко, у меня нету паузы. А сейчас я буду говорить с паузой и буду делать эмоциональную разбивку. Где-то громче, где-то тише. Естественно, мы включаем руки. Первый секрет миллионеров, который сам заработал свои деньги, прост. Мечтайте о великом. Позволяйте себе помечтать. Позволяйте представлять в развернутых фантазиях ту жизнь, которую вы хотели бы иметь. Вот эта вот интонация громко, тише, пауза, это вот ваша речь просто делается очень вкусной. Поэтому, если так объяснять, вот я вам прям 5 шагов прописала, как это делается, да, и я еще туда в подарок, кто подпишется, напишет плюс, прям распишу 5 шагов к дорогой речи, потому что если вы не умеете говорить, вы не будете делать продажи, вы не можете участвовать на переговорах, вы можете очень красиво одеться, сделать красивый макияж, сделать прическу, и при этом вы начинаете говорить, и люди вас разочаруются. Да. Но если вы можете говорить, тогда вы даже сами не обращаете на свой макияж, вы не обращаете на свою одежду, и люди вас видят и слышат. Очень много умных, начитанных, интеллектуально развитых людей, но из-за страха говорить они все время остаются в тени. Почему? Потому что есть такое мнение «элем не дейт», да, это низкая самооценка. Поэтому, когда вы приходите на тренинги, у меня прям программа расписана так. Мы работаем с голосом, потом мы работаем над увеличением словарного запаса, потом мы учимся заходить, выходить жест, потом уверенный взгляд, да, надо правильно выдерживать взгляд, потому что если вы будете смотреть на человека и все время так будете моргать, это тоже будет признак того, что вы не уверены в себе. Потом целых 2 тренинга посвящено преодолению страха. По статистике люди больше всего боятся смерти, и 2-е место занимает страх публичного выступления. Хотя нашей жизни ничего не угрожает, но люди боятся выходить и говорить. Даже вот здесь вот приходят женщины на тренинг, они так мило между собой разговаривают, у нас 5 минут там до тренинга. Как только тренинг начался, я прошу выйти, рассказать, о чем вы там говорили, да? Там всего лишь 10 человек, они выходят и начинают испуганными глазами туда-сюда смотреть. Также на тренингах я заставляю своих учеников, я, конечно, их до этого готовлю, мы делаем много упражнений на поднятие самооценки, они выходят у меня на улицу, рассказывают абзацы. Есть у меня упражнения на коммуникацию.
они выходят знакомиться с людьми. И даже я вытаскиваю в музыкальный центр, я на улице танцую, привлекая прохожих танцевать, и показываю своим ученикам, вот как надо, давайте, да. И чем больше мы уверены в себе, тем выше наша самооценка, тем меньше вы обращаете внимание на свою одежду. Допустим, мне сейчас абсолютно все равно. Вот я сейчас вот в этой одежде. Я завтра пойду на живую встречу Кундус, я в этом пойду. Я буду проводить тренинг в понедельник, я опять в этом пойду. Если меня, ну, у меня в пятницу эфир, каждый эфир на Чуй ТВ, у меня с ними контракт, 8 месяцев, я каждое утро в пятницу хожу. И Круто. кто-то звонит упорно, да. Ага. Меня сейчас вообще не волнует, да, вот есть у меня новый пиджак или есть у меня новая косынка. Поэтому главное для вас это вот почувствовать уверенность в себе, и когда вы будете уверены в себе, тогда вы можете все. Вы можете все. Да. Круто. Я хочу подытожить именно вот этот пункт тем, что вот неважно, да, вот Алтын Эже сейчас в пиджаке или в каком-нибудь красивом платье, главное, что она говорит, как она это преподносит, видите, как приятно ее слушать. И хоть она одета солидно, то есть речь не такая свысока, как депутатская, да, там, я не знаю, там, то есть она такая, располагает человека, смотрите, располагает, такой прям приятный голос, да, и это прям реально круто. Смотрите, если бы я продюсер и наставник, да, и если бы я разговаривала бы вот так, да, я наставник экспертов, я вам буду помогать. Ну, смотрите, кто бы мне поверил, так? А если бы я уроки так записала бы, да? А если бы я бы уроки все свои вот так записала бы? Ну, мы будем сегодня с вами обсуждать тему, что такое декомпозиция запуска, калькулятор запуска. Итак, поехали. То есть очень важно работать над собой, над своим голосом, если вы планируете идти в личный бренд, если вы будете устраивать свои бизнес-завтраки на 10 человек, на 20 человек у себя в городе, в регионе, в Аше, в Таласе, на Рыне, на Иссыкуле, если вы планируете записать свои курсы, уроки, если вы планируете вот так выступать, проявляться на людях, уметь задавать вопросы, уметь контактировать с человеком, уметь строить вот отношения, выстраивать коммуникацию, только тогда будет успех. Только тогда, когда мы умеем правильно коммуницировать с людьми, правильно выражать свои мысли. Бывает иногда мы думаем об одном, но не можем это донести до людей. Почему у нас мало продаж? Потому что мы не умеем говорить, мы не умеем продавать. Мы продаем в сторисах, в прямых эфирах, разговаривая. И очень важно учиться этой технике речи, учиться говорить так четко, ясно, чтобы тебя в первую очередь понимали. Умение убеждать людей, умение доносить информацию. Все самое сложное доносить четко, легко, понятно, чтобы людям было легко понятно и чтобы им было приятно слушать тебя. Всегда. Поэтому я хочу сказать, что никогда не поздно начать заниматься собой, никогда не поздно начать. Я знаю, что многие думают, да, я умею говорить, у меня вот язык есть, я же разговариваю, все, пойду продавать. Нет. Если вы хотите дальше расти, если вы хотите постоянно работать над собой, улучшать себя, улучшать свои навыки, даже я знаю, что у меня есть даже у меня есть над чем поработать, потому что, ну, я тоже не идеальный человек, поэтому я работаю над собой сейчас, и Алтын Эже действительно профессионал своего дела в силу ее возраста, ее отношения, мудрость, ее вот этот опыт, все равно опыт берет свое, вот честно скажу, да, опыт, ее отношения, вот эти все шишки, которые она набила на своем пути в 50 лет, развод, поменяла всю свою жизнь. Мне кажется, даже мне уже не страшно после ваших слов, мне сейчас 33, я такая, в 50 даже я могу изменить свою жизнь. Ого, круто, да? То есть никогда не поздно начать. Мне часто приходят женщины, говорят, мне 34, куда мне изучать английский? Ой, я хотела бы СММ, но там же вся молодежь. Либо же мне 40, наверное, мне уже поздно. Мен уже жашауымды жашап қойдым ғой, елемне дейді. Скажу честно, даже в вашем возрасте некоторые наши
дедушки, опашки в регионах, в деревнях, они уже бабушки, да, и я просто восхищаюсь, насколько можно быть такой ухоженной, замотивированной девушкой. Скажите, пожалуйста, дайте нам мотивацию. Как вам удается прекрасно выглядеть, всегда быть ухоженной, всегда быть энергичной, всегда развиваться, обучаться? Я знаю, что вы еще осенью планируете куда-то идти обучаться Да. по психологии, вот тоже не дешевое обучение, насколько я знаю. То есть скажите, пожалуйста, в чем секрет вашего вот этого а, секретного секрета успеха? Секретного секрета, хорошо сказала, секретного секрета. У меня двое детей, у меня 5 внуков, и моей старшей внучке осенью в 23-м году было 18 лет. Мгм, Так что, наверное, скоро, там, через 3-4 года я буду не просто тайне, куда я говорю, я буду уже чему тайне. мгм. И мне внучки говорят, тайне, ну вот другие бабушки утром блинчики пекут, пирожки жарят, то все, а ты вечно куда-то уходишь, уезжаешь. Мы, говорит, за тобой не успеваем. Они только иногда меня видят в Инстаграме, могут определить, где я нахожусь. Да, я там-то, там-то, там-то. Я говорю, хорошо, девочки, давайте так. Я тогда не буду работать, я буду вам жарить пирожки, бурсоки, токучи, но, я говорю, есть одно но, тогда в кофейню я не буду вас водить, да, кофейню, роллы я вам не смогу заказывать, мы сможем ходить с вами в кафе, в рестораны, я вас не повезу на Иссык-Куль. Они так послушали, не-не-не, Тайни, лучше работай, не надо. Вы Вообще знаете, классно. пока вы девочки молодые, сама молодость по себе красота, да, и вот для многих, конечно, мне приятно узнавать, что для многих я являюсь каким-то, ну, мотиватором, что ли. Поэтому, когда вы молоды, вы и так красивы, а когда уже возраст идет, я не могу себе позволить прийти неухоженной на какое-то занятие. И когда я начинала только учиться ораторскому искусству, я была на 12 килограмм весом больше, чем сейчас. У меня была болезнь гайморит. И 4 я операции перенесла, это не проходило состояние. Потом, когда я уже стала психологом, могу с вами поделиться, да, оказывается, по психосоматике гайморит, когда человек признания хочет больше, чем он ему имеет. И вот это вот нос отвечает за самооценку. И когда я научилась говорить, я поняла, что люди меня слышат, они хотят, чтобы я к ним приходила, они хотят, чтобы я с ними общалась, и у меня эта болезнь сама по себе прошла. Куда я наглала сюнь-сюнь, сама по себе прошла. Поэтому, ну, хочу помогать людям, хочу быть мотиватором. И если кто хочет поменять жизнь, кто хочет жить в ритме, приходите на мои тренинги. Конечно, как я за собой ухаживаю, что я делаю, Я я там вам не могу в расскажу, да? прямом эфире сказать. Да, это, как сказала Кундус, секрет секретного, да? Это будет Приходите, на и мы курсе, с на вами наставничестве, чисто, да? да, я чисто с вами поделюсь, что нужно для этого делать. Но для этого надо иметь цель, надо иметь мотивацию. Мало иметь мотивацию, надо иметь дисциплину. Мы мотивироваться можем, пойдем на тренинг, мотивационные тренинги, замечательные тренинги, убирают наши ограничивающие убеждения. Но если у нас нет дисциплины, и мы не делаем вот этот первый шаг, который нам надо, да, переступить порог. Я всем говорю, кто приходит, я говорю, первая победа ваша, когда вы переступили порог моего офиса. Мгм. Вы сделали первый шаг к саморазвитию. И когда сейчас вы пройдете курс, вы уже уйдете отсюда не такими, как пришли. У вас будет другое мышление, вы будете по-другому говорить. Вы получите все инструменты, которые вы можете развивать свое ораторское мастерство. И потом когда вот полные группы у нас есть, я некоторым из них позволяю даже пройти второй раз этот курс бесплатно, выборочно. Я смотрю, что Мгм. у человека вот пазлы не сложились, да. Мгм. Я говорю, вот ты, приходи повторно, бесплатно на этот же курс. Я хочу, чтобы мои ученики получили результат. Мне хочется, знаешь, что делать курс? Мне хочется мозги вот так открыть и туда влить ораторское искусство, чтобы все начали красиво говорить. Но, к Да. сожалению, физически это невозможно. Это надо трудиться, надо учить, абзацы заучивать, рассказывать, артикуляцию развивать, да, работать с голосом. Поэтому только через старание, Мгм. и вы, если ставите цель, тогда вы все получаете.
Да, а Алтын Эже еще является ученицей Радислава Гандапаса, Саидмурата Да, да. Довлатова. У очень многих и других тренеров я очень восхищена прям тем, что человек настолько себя ищет, постоянно обучается, постоянно получает знания. И это прям реально восхищение. Я думаю, что вы со мной согласны. Да? У кого есть какие вопросы, я включу комментарии, можете задавать вопросы. Еще хочу сказать, что а, здесь Алтын Эже немножко скромничает, но она действительно очень хорошо преподносит информацию, доносит, работает на результат. И плюс ко всему тому, что вы сказали, то, что вы, когда вы говорили, когда вы разговариваете, у меня появляется тяга к вам. Я хочу с вами дружить, общаться, даже после наставничества. То есть именно то, что вы сказали, это реально круто работает. То, что вы идете, с людьми общаетесь, люди хотят быть с вами 2 месяца, прийти на ваше наставничество, быть с вами в тесную связи, да, и так далее, ходить с вами на этом наставничестве в там, спектакле, ходить на ретриты, получать от вас, как от психолога, знания, получать от вас на этом 2-месячном наставничестве, плюс еще и какие-то фотосессии, прокачивать личный бренд, делать свой авторский какой-нибудь мастер-класс, завтрак на 10 человек даже в кофейне. То есть мне это круто нравится. Еще хочу добавить то, что буквально позавчера мне было так плохо, я не знаю, да, вот внутреннее состояние, мне было так плохо, я просто вот взяла и начала разговаривать и передавать информацию людям, начала общаться с людьми. И мне так стало классно после этого крутого общения, я поняла, что когда мы умеем разговаривать с людьми, доносить информацию, быть не просто тупо говорить, а быть человеком. Адамгерчилик сапаттарыбызды дагы көрсөтүп, не просто тупо говорить слова на ветер, а прокачивать свои мозги и иметь личностный рост. Я знаю, что вы постоянно развиваете свой личностный рост, да, там вы постоянно обучаетесь, то есть этому вы будете обучать и ораторству, потому что тренер-оратор это не просто там тренер-оратор, артикуляция, это работа с мышлением, а работа со страхами, работа с это и есть личностный рост. Поэтому, мне кажется, курс ораторства, да, это не просто курс ораторства и речи, а мышление, личностный рост. Это все в объеме, потому что все-таки словарный запас, какие-то книжки читать, насколько человек образован, мудр. То есть, когда я с вами общаюсь, я вижу вот этот ваш опыт, я вижу, что за плечами у вас есть вот этот огромный опыт, бэкграунд, то есть накопленный ваш потенциал, он все равно сказывается, когда вы разговариваете, когда вы чувствуете каждого из нас, когда... И я восхищена тем, что такие женщины, как вы, умнее меня, сильнее меня, мудрее меня, опытнее меня, приходят ко мне на наставничество и делают такие классные результаты, делают тренинги на 150 человек, делают такие классные продажи, создают новые проекты, никогда не отчаиваются, делают сторисы по возможности, шагают ногу со временем с молодежью, проявляются. И вообще я очень восхищена. Хочу сказать всем своим подписчикам, подписывайтесь к Алтын Эже, я оставлю ее ник еще под этим видео. Пишите ей слово в директ подарок, получаете от нее онлайн-консультацию в подарок, да, и я вам рекомендую лучше пойти к ней на бесплатный пробный урок по субботам, это с часу до 5, по-моему, или с 2 до 5. Также у нас в пятницу будет в Империале бесплатный тренинг, там тоже будет Алтын Эже. Но вообще, я вам скажу так, с Алтын Эже надо лучше вживую встретиться, оффлайн. Лучше один раз увидеть, да? Да, и влюбиться в нее просто, вот и все. Потому что она действительно классная, не просто как оратор-тренер, она человек, который понимает, чувствует, плюс еще крутой психолог. Она очень энергичная, и как мастер, цифровой мастер суца, я могу сказать, у нее миссия это служение людям. Она все время хочет помогать. Она все время будет вам помогать, бежать вам помочь. Поэтому хочу сказать, что я горжусь, что есть такие... Я ученица Алтын Эже, вы большой молодец. Я больше информации узнаю, обучаюсь много полезного, узнаю с каждым разом. Говорит, вау, круто, круто. Здесь я сильно поправилась после аварии, теперь не могу похудеть. Говорят, нужно проработать обиду. Проработала все, что можно, маму, папу, мужа. Как бы что делать? Приходите, научитесь говорить, научитесь то, что у вас все, какие обиды есть, вот это все надо, конечно, убирать.
начните петь в сторисах. Здравствуйте, повторите цены на ваши курсы. Цены, а сколько стоят ваши курсы Алтынеже суперси суро. Солидный голос менен, уверенный голос айырмасы барбы дейт. Уверенный. Алтынеже, вы красавица. Скажите, пожалуйста, как солидный голос менен? Давайте, Алтынеже, кыргызча сөйлөңүзчү. На. Солидный голос менен. Кандай голос жазали, чтобы у нас покупали, чтобы люди верили, что мы эксперты, что мы профессионалы своего дела. Кандай голос жазаш керек? Да, вот азыр сурап атпайбы, уверенный голос менен солидный голостун айырмасы барбы деп. Уверенный голос, солидный голос айырмасы жок. Уверенный голос — это и есть солидный голос. Да. Потом дагы кимдер суроо жазып атат да, курсуңар канча турат? 3 апрелден офлайн сабак болот. Курстун баасы орозо маалында 6000 сом, негизи курстун баасы 10 000 сом. Орозо маалында ушундай жакшы скидкаларды кылып элге жардам берели деген ниетим бар. Ошон үчүн келгиле. Балдардын курсу 22 мартта башталат. Балдардын курсу 10 күн болот, катары менен 10 күн, күнүгө 2 сааттан болот. 5,5 сом балдардын тренинги, сертификат берилет. Балдарыңарды жөнөтсөңөр, көрөсүңөр да, уже бир 6 сабактан кийин де балдарыңар мындай мүнөзү өзгөрүп, башкача болуп калат да. Өзүңөр да келсеңер сабакка, курска 8 сабак болот, уже 5 сабактан кийин башкача болуп каласыңар. Азыр курска келгендер күнүгө мен сурайм да, кандай болуп атасың, кандай пайда алдың? Уже мен уверенный болуп баратам, өзүм үнүмө жагып калып атат, уже чыкканда бияктан уже коркпой калып атам деп, ушундай элдер мындай отзыв берип атат да, обратную связь не деп айтат эле, кыргызча сөз таппай калдым. Алтынеже, караңыздар, бир айлык курсу офлайн экен, жумасына 2 жолу, жумасына 2 жолу 2 сааттан группада окуйсуздар. Анын баасы бир айга 10 000 сом экен. Бирок орозонун, норуздун, эртең жакпырсүгүнүн норуздун урматына Алтынеже чоң арзандатуу, 40% арзандатуу кылып, болгону 6 000 сомго ушундай сонун акция кылып атыптыр. Жандуу барганыңар жакшы деп айтат элем. Андан кийин вот мен үйдө балдар мененмин, региондомун дегендер Zoom менен созвон кылып индивидуальный да сатып алсаңыздар болот. Аны эми өзүнө жазып, аны өзүңөр сүйлөшсөңөр болот. Андан кийин эле мисалы үчүн индивидуально өзүмдүн графигиме топтоп алып, жумуштан кийин барам или суббота күнү барам или воскресенье эле күнү барам десеңер, аны дагы өзүнө жазып сүйлөшүп алсаңыздар болот. Алтынеже кыргызча да жакшы сүйлөйт, кыргызча дагы ырдайт, кыргызча дагы консультация берет. Ошондуктан айтат элем, мындай сонун эже, орус мүнөз, эч кандай мындай кыйтың-быйтың хитрость жок, түз бетке айтат, плюс еще психологиялык жактан дагы өзүн өнүктүрүп келе жаткандыктан дагы абдан түшүнүктүү деп айта алам. Плюс не только оратор, тренер, но она еще и психолог. Канча деген сертификат, дипломдору бар экен. Ошонусу менен мен да сыймыктанам. И айымдарды өзгөчө мындай айымдарга дагы не только просто голос поставить эмес, ичи менен да иштешип, жан дүйнөсү менен да иштешип, жакшы бере алат жардам да. Өзү да лично иштешет. Бул жакта 100-200 киши албайт экен. Ошондуктан бир айда бир эле ошондой группа болот. 1-2 группа болот ашып кетсе. Ошон үчүн сиздер ушундай группага туш болсоңуздар, 5 000, если можно, уступите еще на 50%. 5 тысяч, если можно, уступите еще на 50%. 6 000 орду. Смотрите, вы платите за свой результат, девочки. Вы платите за свой результат, за свой, кандай десем, за отношения, за то, какую пользу вы будете получать. Поэтому есть, я думаю, что есть рассрочка, можно забронировать, да, там 1000-2000 сом, и можно оплатить там до начала старта курса, то есть рассрочки, все такое вы можете у Алтынеже узнать. Она очень такая, навстречу всегда идет, дегендей. Второй момент, мне понравилось то, что ей самой нравится работать с детьми, с подростками, и это круто, потому что мы с детства
у наших детей должны воспитывать эти качества, лидерские качества. Даже вот когда мы постоянно хотим, я часто замечаю, что на тренингах, даже на курсах, вот поднять руку, задать вопрос, либо в чат написать, у многих страх какой-то. Потом, не знаю, вот это все здесь накапливается, да, я не знаю, горло у них прям постоянно, не знаю, какие-то заболевания потом еще появляются. Я хочу сказать тот факт, что нам это всем ну, нам нужно, потому что на тоях преподносить мысли свои, на день рождениях. Я до этого работала 4 года в Оптима банке, и когда у нас день рождения коллеги было, всегда запоминались те, кто классно говорил тост, речь. И мы прям восхищались, блин, круто, такая начитанная, такая грамотная, да? Поэтому, мне кажется, уметь перед людьми вот презентовать себя. И именно таких почему-то давали хорошие должности потом тоже, повышали, видели в них будущее, видели в них хороших начальников, хороших специалистов, как говорится. Поэтому это напрямую влияет на наш рост, на наше развитие. Если я тоже начну хорошо выступать, я думаю, что меня начнут приглашать на прямые эфиры, меня начнут приглашать выступить на тренингах, выступить в качестве гостя и так далее, да. Поэтому это все в интересах, в наших интересах, мне кажется. Алтын эже, курс кыргыз тилинде дейт. Кыргызча анан орусча бар экен. Кыргызча Мен суроолорду берсеңер дагы да, мен жооп айтып берет. кетет элем, жанагы кыргызча окуйм дегендерге келсеңер, уже көп жылдан бери менде ушундай практика жүрүп атат. Келесиңер, орусча орусчасын орусча айтып, кыргызчасын кыргызча айтып, анан кийин жанагы жаңылмаштарды, тексттерди, үйгө берген тапшырмалар баардыгы кыргыз тилинде болот. Бияка чыгып, элдин жарым группа орусча өзүнүн тапшырмасын айтса, үйдө жасап келген тапшырмасын, силер чыгып биякта кыргызча айта бересиңер. Кээ бир энеталар мени сизге алып барат элем балдарымды дейт. Анан кыргызча дейт. Мен негизи орусча окутам, бирок балаңар мени түшүнүп эле берсе, мен үйрөтөм балдарга деп. Инстаграмда бир кыргызча сүйлөгөн отзыв бар, ошону көрүп койсоңор болот. Мен ишенген эмесмин, кантип эле 4 сабактан кийин өзгөрүп кетем деген жашынакай сүйлөгөн кыргыз бала бар. Ошон үчүн мага айырмасы жок да. Мына Кундуз деле көбүнчө биздин сабакты орус тилине берет. Мага жагат, бирок башка тиги кыздар деле ушул түшүнүп атат да. Түшүнүп анан кийин жанагындай биз живой встречага барганда деле ошол жерден мен орусча сүйлөйм, Нургүл орусча сүйлөйт, калгандары баардыгы кыргызча сүйлөйт. Бирок Кундуздун сабактарын биз орус тилинде өтөбүз. Ошон үчүн айырмасы жок. Өзүңөрдүн каалооңор болсо, ниет койсоңор, сүйлөсөм жашоом өзгөрөт, сүйлөсөм прямой эфирге чыгам, презентация кылам, сатууларым көбөйөт, акчам көбөйөт десеңер, келе бергиле. Анан жанагындай 6.000ге дагы 50% скидка дегенге эми өзүңөрдү сыйлап койгула, эми өзүңөр үчүн эң биринчи керек инвестиция кайсы? Инвестиция өзүңүз үчүн. 6.000 сом деген бир көйнөктүн баасы. Азыркы күндө да бир турецкий көйнөк алсаңыз, ошондо 6.000 дагы жетпей калышы мүмкүн. А сиз 8 күн, 2 сааттан, 2,5 сааттан келип билим алып кетесиз. Мен ойлойм, ошо бир көйнөк менен салыштырганда билимди экөө мындай болбойт да, салыштырганы болбойт. Да. Мына азыркы 6.000 курс деп атабызбы? Мен айтат элем, мен ошо курстарга өзүмдүн жана инвестициядан где-то $8.000 жакын акча короттум. Ооба. Все знают, что у меня наставничество тоже не дешевое, поэтому Алтын эже даже вот пришла, обучается, не жалуется, там, не это, да, и плюс ко всему этому я хочу сказать, что многие выбирают ее за ее энергию, за ее, просто выбирают за то, что она вот такой классный человек, честно скажу, за отношения. Чтобы быть с ней рядом, чтобы получать от нее столько классных, мудрых советов. И за ее трепетное, классное отношение у нее столько много отзывов и классных учеников. Она, конечно же, не все выставляет, показывает, но на самом деле я вам скажу так. Сходите просто к ней на пробный урок бесплатный, сходите к ней вживую, встретитесь в субботу на консультацию, и вам все станет понятно. Вы увидите все ее 100 сертификатов, у кого она училась, у Радислава Гандапаса, у Саидмурата Давлатов, еще у кого-то, которых там, я не, там вообще, да, столько сертификатов, столько опыта.
Поэтому, Алтынэжи, спасибо вам. Спасибо, что вы выделили свое драгоценное время, пришли моим подписчикам с такими подарочками, замотивировали их. Особенно очень много женщин, которые в 30 себя уже там хоронят, в 40 говорят, все, я уже прожила эту жизнь, в 40 мне. Вот для них огромная мотивация, думаю. Также и вы для меня мотивация, потому что смотрю на вас, иншаллах, даже в свои 65, иншаллах, я надеюсь, мы доживем до этих лет. Я тоже буду учиться молодежи, буду развиваться, потому что только обучение, окружение и личностный рост, работая над собой, можно изменить жизнь. Как там Саид Мурад Давлатов говорит, только работая над собой можно заработать большие деньги, да? Абсолютно правильно, да. Вам слово. Все, кто находится сейчас в эфире, всем подписчикам Кундуз, я вам желаю расти